В Ухте управляющая компания через суд добивается доступа в одну из квартир в многоэтажке по адресу Семяшкина, 40, чтобы провести процедуру развоздушивания батарей. Без нее в квартирах этажами ниже до сих пор частично отсутствует отопление. Виктория Науменко о непростых соседских взаимоотношениях. В квартиру номер 40 не достучаться. Не могут сюда попасть и сотрудники управляющей компании, чтобы провести процедуру так называемого развоздушивания батарей. А потому проблемы с отоплением возникают в квартирах ниже. Жители этих квартир уже привыкли к тому, что отопление в ванной и кухне у них включают позже обычного. Все из-за воздушной пробки в батареях квартиры на верхнем этаже. С собственником и его представителями соседи каждый год связываются заранее, в конце августа, чтобы те спустили воздух сами или предоставили доступ в квартиру специалистам управляющей компании. Но вот уже октябрь, а провести традиционную процедуру до сих пор не удалось. Со 2 сентября по нашему дому дали отопление. Сегодня 20 октября. Тепла нет до сих пор. Это кухня, батарея ледяная. Вот здесь тоже полотенцесушитель, тоже ледяной. Все уже переболели, попростывали, потому что в ванне мыться очень холодно. Управляющая компания пыталась попасть в квартиру с первых чисел сентября, когда в доме начали подключать тепло. Однако собственник категорически отказывается предоставить доступ. Были попытки зайти с участковым, но и они оказались безрезультатными. При этом владелец квадратных метров находится в городе, просто живет в другом месте и в своей квартире не появляется. Раньше похожая ситуация удавалось решить в течение нескольких недель, а здесь случай, можно сказать, уникальный. На протяжении недели, месяца мы находили собственников и разными способами, и собственники соглашались предоставить доступ, и это возникало по ряду каких-то обстоятельств, то есть человек не жил в городе, либо еще что-то, либо человек оставлял ключи, либо находились родственники. Но в данном случае, то есть телефонные контакты собственника есть, человек на связь не выходит, общаться с управляющим не ходит. Управляющая компания «Ремонт и услуги» вынуждена была подать в суд заявление о принуждении собственника предоставить доступ в квартиру. Сейчас единственная возможность попасть туда – прийти с приставами после решения суда. До таких крайностей управляющей организации приходится доходить впервые. А вот проблема с развоздушиванием батарей ежегодно в начале отопительного сезона создает большие сложности. Хочется призвать жителей быть более ответственными к своей площади. И в сентябре месяце, то есть выходить на связь со своей управляющей компанией и предоставлять доступ для спуска воздуха системы отопления. Ну, если у них такая есть возможность производить это самостоятельно. Ну, лучше с представителями управляющей компании. А история с судом может затянуться не на одну неделю, но других вариантов у управляющих компаний нет. И если суд примет сторону обслуживающей организации, а как показывает практика, в подобных случаях происходит так, то собственнику, который не предоставляет доступ в квартиру, придется заплатить еще и судебные издержки. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.